Вот так весело и шумно решили провести время молодые ребята, участники свадебного кортежа из сельских поселений Насыркорта и Якажева. Решение громко заявить о себе оказалось весьма опрометчивым, да еще и с риском для собственной жизни и окружающих. Незаконную стрельбу удалось пресечь, а оружие изъять. И вот сегодня представители Совета безопасности республики провели встречу с родителями молодых людей, чтобы донести до них, что такие деяния преследуются законом. Сами же, не кто-то, сами же забрасывают этот интернет-ресурсы. Вот мы какие, мы джигиты. И что, хотят этим показать, что нету никаких органов правопорядка, что нету никакой власти, что нету никакого общества, которому это неприятно, и которое не допустит этих вещей. И что в любом случае они будут подвергнуты наказанию. Мама одного из задержанных, Хади Аушева, признается, что сын сам с повинной явился в органы внутренних дел. Поступок сына не оправдывает. По ее мнению, это была выходка молодых ребят, которые страдают юношеским максимализмом. Но воспитательные беседы с детьми в их семье проводили всегда. Там определенные работы проводятся с ним. И проводилась до сих пор. Я его не оправдываю. Я оправдываю, я же мать. Я его не оправдываю. Я не говорю, что это хорошо. На вопрос главе сельского поселения Гамурзиева, проводились ли перед свадьбой главой села и участковыми инспекторами профилактические беседы, он ответил, что не знал о предстоящей свадьбе, ссылаясь на то, что семья Дербичевых переехала в село недавно, и потому ни имамы, ни местная власть о предстоящем торжестве не было известно. Ахмед Зейтов дал поручение активизировать работу с молодежью, а также сделал замечание главе села Гамурзиева, что он обязан знать все, что происходит в его населенном пункте, и что на руках у них должны быть списки тех, у кого намечается свадьба, чтобы заранее поговорить с родителями жениха. Отец одного из задержанных, Алихан Биштоев, утверждает, что молодые люди взяли оружие на прокат в тире, а в свою очередь сотрудник тира утверждает, что они оружие на прокат не дают. Более того, к посещению тира допускаются лишь те, у кого при себе имеются все необходимые документы. Комиссия прийти для номера 2, 2 номера 3, психоневрологический медсправки, паспорт точно, вид и действующий сотрудник. Ну что должны качать Религиозные деятели, в свою очередь, отмечают, что такое поведение недопустимо для мусульман, что родителям необходимо более строже относиться к молодым людям, выезжающим за невестой, и не пускать за мях более 3 машин. Но в этой ситуации он не снимает ответственность с турков и тамадов села. По словам представителя правоохранительных органов, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны 3 участников инцидента и автомобиль, из которого изъяты 2 автомата, 2 пистолета, 1 автоматически охолощенный пистолет, являющийся светошумовым оружием, и боеприпасы для оружия. Действительно, 15 числа у нас на территории нашей республики, нашими людьми, нашими молодыми людьми совершено хулиганство. Это просто, кажется, на первый взгляд, что это, ну что, молодые люди постреляют. Это не так. Хулиганство – это тяжкое преступление. То есть грубое нарушение общественного порядка, явное неуважение к обществу, сопровождающее с применением оружия. Родители задержанных полностью признают свою вину, но обещают в будущем, что будут вести более жесткий контроль в воспитательной работе со своими детьми.
Dice ispiranța lui Războiul, te-ai citit, luptăm cu deatul, lista cu toțani, nu cadă și hălăși. Виновники же торжества, а это сторона жениха, о произошедшем, по словам Аминат Дербичевой, узнала только вчера. Она отмечает, что супруг болеет, потому сама лично вместе с родственниками мужа просила молодых ребят поехать за невестой в составе не более 4 машин. Улан Невлоева отмечает, что каждый должен понимать, что за такие проступки необходимо отвечать по закону Российской Федерации. Он подчеркнул, что для нашей молодежи в республике созданы все условия. И как минимум стыдно вот так вот неподобающе себя вести. Это недопустимо. Почему? Потому что сегодня, если посмотреть наши соцсети, наш интернет, в интернет смотрит не Российская Федерация, а весь мир. На территории всего земного шара. И сегодня я действительно вчера смотрел, открывал именно вот этот сайт, и двое ребят двух сторон выглядывают с автоматами. Ну что про нас скажут в других государствах, в федеральном центре? Что вы, дикари, что ли? С автоматами, в мирное время, не военное время. И я не знаю, что это за традиция, что это за обычаи. Закуп листья, ба, нет, хан дорогая, я говорю, я хавастер, я спицу мотихи, хан тузна, мамадени, а тут ба хакери, там сус, я специально дома сидать, я зоба хуз, хафуз выдавать, это бабуда, и он блокировал, что еще, отдушен. Молодые ребята находятся под стражей. На них заведено уголовное дело по статье «Хулиганство» и проводится дознание. И у них изъято несколько единиц вот этого оружия охлажденного. Сейчас в данное время проводится дознание. После предварительного расследования будет известно, подразумевает это уголовное наказание или будет прекращено в отношении них уголовное преследование. Все это решит следствие, и я думаю, по результатам следствия там дальше мы будем говорить о том, как эти молодые ребята понесли наказание. Следует отметить, что еженедельно по воскресеньям, а именно в этот день в основном играют свадьбы, выставляются посты на оживленных участках дороги, чтобы обеспечить безопасность граждан. Но, как показывает практика, сколько посты не расставляй, все будет без толку, пока молодые ребята не научатся уважительно относиться к окружающим. А ведь в подобной ситуации краснеть за них приходится именно родителям. Светлана Томова, Рахман Цуров. Новости 24.